Бисмиллахир-рахманир-рахим. У нас осталось два момента, иншаллах, два пункта. Это дед и дедушка. 10-й, да? 10-й. Дедушка. Позиция деда в исламе у нас, вернее, в наследственном праве, дед кто считается? Это только в наследстве отец отца всего лишь, а не отец Матери, да? матери. Это очень важный момент. В наследственном праве. Хотя в другом они одинаковы по правам. Поэтому, если мы говорим, что здесь отец, если отца нет, то идем к его отцу. То есть дед, дедушка или дед. Давайте смело будем экономить. Так, отец, то есть дед. Или его отец. Его отец это прадед. Прадед. И все. Вот у нас линия. Если отца нет, тогда его отец. Если его нет, то его прадед может быть. Это редкий случай. Вот так то. То, что касается дедушки со стороны матери, мать и ее отец, дедушка, он не входит в наследство. Он кто? Зауль Архам. Он Зауль Архам. Так как? Почему? Через мать. Через мать, через женщину. Проходит через женщину, то есть уже через женщину, что попадает, это уже Зауль Архам будет. Это очень легко. Положение отца переходит к его отцу, если нет, то его отцу, вот так может быть. Первое положение. Как у отца какое положение? Первое положение. 1/6, если есть кто? Сын. Сын. Если есть сын и дальше. И второе. 1/6 плюс остаток. Остаток. Если нет сына у покойника. 1/6. То есть тоже так же, как и отец. И в нашем ханафитском понимании, то есть в ханафитском масхабе, это мнение Абу Бакра и мнение Ибн Аббаса, то, что отец, дедушка, как и отец, лишает братьев чего? Наследства. Наследство. Пример. Дед, то есть отец отца, у покойника остается отец отца, брат по матери, и остается кто? Дочь. Хотя брат по матери к нему никакого отношения не имеет, правильно? Ни к отцу, это по матери вообще. Дочь 1 и 2. Дочь 1 и 2. Дочь половина. Дед 1 и 6. Дед 1 и 6. И плюс остаток. Остаток кому? Деду? Брат по матери получает? Нет. Нет. То есть в ханафитском масхабе брат по матери лишается. Здесь не только в ханафитском будет, и вообще он будет. Если со стороны отца, или со стороны еще кого? Матери. Давайте еще родной брат. Родной брат. Сюда же? Да, сюда же, если написано, чтобы это было понятно. Потому что брат по матери все равно будет лишен кем? Дочери. Или дочкой. По единогласному мнению. Или дочкой. А вот родной брат будет лишен или нет? Остаток кому будет? Родному брату или деду? Брату. Остаток. Нет, деду. В ханафитском масхабе, еще раз повторяюсь, дед закрывает. Остаток, значит, деду. Остаток будет кому? Деду. Деду.
Вы можете услышать другое мнение, кто учился в Саудии или в Чечне, в шафийском масхабе, потому что по другим масхабам они говорят, дед уж не такой важный, поэтому он с родным братом, что? Вместе остаток будут делить. С родным братом. Как будто два родных брата. Понятно? Это, может, такое мнение вы можете услышать. Они правильно, да? А? Правильно? Это мнение сахабы за этим Сабита. Даже Ибн Аббас, это сахабы спорили. Ибн Аббас, да, интересно говорит. Сейчас я вам другой пример дам. Чем Ибн Аббас, радиаллаху анху, задал вопрос Зайду ибн Сабит. Умирает покойник, остается дед, отец отца. Отец отца. И сын. Давайте вот так. Умирает и брат. Родной? Да, брат родной. Родной брат. И второе положение. Покойник, также брат родной. И сын сына. Внук. Внук. Два примера, что ли? Да, два примера. Остается брат и внук, а здесь остается брат и дед. Этот брат Братья деда- меньше получат. Брат деда это или брат покойника? Брат покойника. Здесь только, нам не нужны, только речь идет о покойниках. Только нужен покойник. Брат покойника. Дед 2/3. А брат деда вообще никто, да? А? Брат деда. В этом случае брат родной и сын сына, кто что получит? Сын сына больше уж должен, да? Да. Внук. Сын и жен. Если сына нет, значит мы получаем. Сын сына сколько получает? Одно, второе. Одно, второе. Я же вам говорил, у мужиков нету Нету никаких цифр. А, С мужиками проще. Все получает. Только один из них должен получить. С мужиками вопрос такой. Получает все, брат родной. Сын сына, все. Да. Что думать, брат родной ничего не получает, сын сына 100%. Был бы отец вместо сын сына, тогда был бы отец, да? Да, он получил, да? Да. Отец бы что? Закрыл бы кого? Брата, то есть своего сына. Сын сына, то есть внук получает 100%, а здесь брат брата. В данном случае брат родной или дед? Дед. Один из мужиков. Дед. В ханафийском масхабе это будет дед получит. 100%. В других масхабах, то есть в Чечне, например, если чеченцев будете делить на сыса или что-то, они говорят, что дед и брат, они будут делить как? Поровну, 50 на 50. И так правильно, да? Это мнение Ибн Аббаса и ханафитской точки зрения. Ханафиты. Ахнаф. А здесь уже другие. Все три масло. Ибн Аббас, потому что основывается на Зайд ибн Сабит. Зайд ибн Сабит. Мнение Зайд ибн Сабит. Ибн Аббас, когда сказал, что удивительно, говорит, Ибн Аббас говорит, удивительно, что Зайд ибн Сабит внука, сына делает как сын, он же как сын, что брат убрать, но не делает отца кем? Отцом. Удивительно, что он сына ставит на место сына, а отца не ставит на место отца. Несправедливо вроде. Да, вот так. Поэтому Ибн Аббас говорил, что сын сына также поступает так же, как и сын. А отец отца, он работает так же, как и отец. Потому что Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Ва ахраджа абавайкум миналь джанна». Он вывел ваших кого? Родителей, абавайкум, отца и мать, родителей оттуда, Израиля. Но не наших же родителей.
вернее, не тех родителей, которые нас родили, а Адам и Хава, которые через какие поколения, все равно Аллах Субхану ва Тааля их называет как? Абивайкум, как родители. Поэтому вот Ибн Аббас, позиция Ибн Аббаса ханафитов, то что мы придерживаемся того мнения, что отец отца лишает родного брата. Дедушка, то есть дедушка лишает братьев. С отцом, с дедушкой легко, да? Что так? Отца нет, значит дедушка. Но это очень редко бывает. Ну, бывает. Такие случаи уже происходили, они во время когда? Во время сахабов. И во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, был тоже такой случай по поводу бабушки. То есть в других масхабах, если, например, умирает покойник и дедушка, и 3 брата, на сколько делится наследство? На 4. Делится на 4. То есть как будто еще один прибавился кто? Один брат в лице дедушки. Вот чуть-чуть с бабушкой у нас будет сложновато. Это 11-й, да? Я вам говорил, да, это уже последний у нас бабушка. Бабушка. Кто такая бабушка? Со стороны отца или матери? Да. Покойник. У покойника есть отец и мать. Мать матери Бабушка. и мать отца. У обычного нормального человека сколько? 2 бабушки. Да? Так, главное серьезно сделать вид. Ладно, делаем. В этом случае обе бабушки, они будут считаться аль-джадда сахиха, правильно, то есть законными для наследства бабушками. Они обе будут наследницами. И отец, и мать отца, и мать кого? Матери. Мать матери, прабабушка, мать, по женской линии, что идет, это тоже будет правильная бабушка. Есть правильная, есть неправильная. Вот так лучше называть. Правильная и неправильная. А у отца есть кто? У отца, у матери, у отца мать. У отца есть кто еще? Отец. А у матери есть кто? Отец. Это какой у нас дедушка? Неправильно. Неправильный дедушка. Он не наследник, правильно? Он же не наследовал. Дедушка со стороны, то есть дедушка со стороны матери, это уже кто? Не наследник. Поэтому у матери мать будет наследница, а у матери отца мать уже что? Нет. Не наследник. Прабабушка со стороны отца, потому что уже дедушка сам уже не наследник. Естественно, вот эта линия, она уже что? Они не наследники. Только мать и вот здесь. У отца есть мать. Вот. У отца есть мать и отец. У отца мать. И у отца есть еще по мужской линии. У тоже мать. Правильно. Вот эта мать будет что? Правильная бабушка. Она наследница. Почему? Потому что отец наследник. Его отец, если что, наследник. Значит, его мать что? Тоже наследница. Тогда она наследница. Отец наследник, значит его мать наследница. Мать наследница, значит мать наследница. Значит мать наследница. Друг, если уже другие. Понятно? Вот это все будет прабабушки. Что? Правильно. Правильно, да. Но если здесь уже будет, здесь неправильно, вот между мужчиной и между
мужчины и есть наследником будет женщина, то это уже что? Связь прерывается. У бабушки есть только два положения или одно положение. 1/6. 1/6. Если две бабушки остались, тогда они что? Будет вдвоем делить эту 1/6. Если, например, осталась бабушка со стороны отца и бабушка со стороны матери, они участники, вот у их доля 1/6, все, ни больше, ни меньше, ни остатка, ничего, вот 1/6. Понятно? Рисовать, да? Да, лучше рисовать. Да, лучше нарисуйте. Оставайте. Написали? 1/6 будет, да, значит? Только 1/6. Только 1/6. Получается, если у этой матери тоже мать, вот слева самая которая. У отца мать? Да, Да, И тоже. бабушка тоже, Тоже да? мать, еще наследница, да. Еще пока наследница. То есть пока еще мужик не наследующий. Только тогда, когда заходит не наследующий, да. У них только 1/6. Вторая особенность, что мать лишает бабушек наличия матери. Если мать будет, она лишает всех бабушек с обеих сторон. Понятно? Если есть мать, например, покойник, есть мать, и есть бабушка, и с этой стороны бабушка, то бабушки что? Сразу лишены. Любая бабушка лишена при наличии матери. Все, мать она забирает 1/6, правильно? Остальное что? Все, значит, остальное тоже будет матери. 1/6 плюс остаток. 1/6 и уже смотрим, есть ли другие. Если никого наследники. сейчас Да, нет. если нет, то мать. Тогда мать 100% заберет. Речь о бабушках нету, если есть у наследника мать. Все, мать есть, бабушек нет. С обеих сторон. А вот если у покойника отец есть, и мать матери, бабушка, мать матери, то есть бабушка, она получит 1/6. Отец не может с другой стороны ее закрыть. Отец закрывает только свою сторону, свою мать и свою только мать. Вот она будет лишена. Бабушка лишена только со стороны отца при наличии отца. А сторону матери отец не может закрыть. 1/6. Да, этого было понятно сейчас все. Да, это было понятно? Мать есть, бабушкам ничего не будет. Ни с этой, ни со стороны отца, то есть ни со стороны ее мужа, или вообще там может еще это, да? У него другая еще бабушка будет, да? Нет, как бы я сказал, мать, все же правильно получились бабушки. Если у покойника есть, был отец, он умер, но бабушка осталась, но еще есть мать, есть со стороны отца бабушка, две женщины остались. Ей ничего не будет. Бабушке неважно, хоть со стороны отца, хоть мать матери, бабушки, две бабушки ничего не получат. А есть отец, но у нее теща осталась, жены нет уже, жена умерла, но теща есть еще. То есть бабушка покойника еще есть, со стороны матери. Отец он забирает 1/6 плюс остаток, но бабушку закрыть он не может, бабушка получит 1/6.
Ну, мать отца не получит, потому что то есть отец закрывает только свою сторону. Закрывает своего отца, то есть дедушку, закрывает свою мать, которая является бабушкой. Если они даже есть, отец, он закроет их, но не сможет закрыть со стороны жены, со стороны матери покойника. Теща получит. Да, теща получит, вот так. Теща повезло. Ясно. Понятно? Особенность какая. Но если мать есть, тогда все бабушки со всех сторон, и со стороны отца, и со стороны матери уже не получат. Мать все закроет их. Понятно? Давайте на намаз, потом просто намаз. Продолжим интересный момент. Всегда у нас сейчас закрепим все это примерами. Отец, мать, бабушка, дедушка. Вот. Давайте покойник. Отец. Это общий пример или как? Да, общий пример. Мать. Бабушка. Бабушка. Здесь дедушка. Как будет? Мать. Бабушка. Все живы, да? Все живы, да? И отец, и бабушка, и мать, и бабушка. Отец и Отец и получит, мать. бабушка и дедушка, да? Получается, здесь только отец и мать, правильно? Да. Все это. То есть мать получается 1/3, отец 2/3. Не буду вас путать. 1/6 плюс остаток. А то запомните у отца. Нельзя вот так писать отец 2/3. В этом случае только у него 2/3. Конечный результат. На самом деле 1/6 плюс остаток. Или просто говорится остаток. Можно 1/6 не писать, просто остаток. Мать почему 1/3? Потому что нет у кого Детей. наследников или двух братьев или сестер. Двух братьев или сестер. Допустим, мы здесь убираем с вами следующий пример. Убираем мать. Мать умерла. Отец остаток. И все, да? Ну, 2/3 получится. Матери нет. Но есть бабушка, то есть бабушка, мать матери. Да, точно. Мать матери. Отец. Бабушка, да? Тогда как будет, да? Дедушка 1/6, бабушка 1/6. Тоже отец же есть там. Отец Матери есть. нет, отец Матери нет, есть осталась бабушка. Ну, Отец все, 1/6. бабушке 1/6. Бабушка 1/6. Бабушка Отец 1/6. 1/6. 1/6 плюс остаток. Да? Или просто плюс остаток. Остаток. Все? Все легко и просто, правильно? Отец тут есть. Убираем здесь, убираем здесь отца, его остается дедушка, то есть отец отца. То же самое. Отец отца. Как будет? То же самое. То же самое, как будто бы здесь отец отца. А если есть мать, Мать отца? мать отца, то есть довольно-таки молодой получается, внук, наверное, умирает, отца уже нет. Мать отца остается, отец отца остается, и еще мать матери остается. Как там уж получится? Как там? Дедушка перекроет. Теща родовей, Дедушка перекроет, кого перекроет? мать отца. 1/6, а вот 1/6, 1/6. 1/6 мать отца. Да. Да. 1/6. А отец отца сколько? Нормально. Остаток, остаток. Остаток. Остаток, да? Особо. Но мы сказали, что мать отца, бабушка, у них 1/6 на двоих. Мы не можем всем бабушкам раздавать по 1/6. Бабушки, у них только 1/6, поэтому что? Интересно. Да. Бабушки только у них 1/6. Сколько бы бабушек не было, А что только на всех? 1/6, да. Отец отца.
Да. Видите, здесь была что допущена? Одна ошибка. Что мы 1/6 бабушку не можем раздавать всем бабушкам. Иначе уже получается 2 бабушки, это уже 1/3. 33% на 1/3 бабушки не могут забрать. Они всего лишь 16%. Слишком жирно будет. Да. Потому что у покойника еще могут быть что? Брат, Сестра. брат, сестра, Дети. сестра, Дети. да, дети, брат, сестра или еще. Дети нет. Дети могут быть, дочка может быть. Это Но это отдельно. уже дочка и Это папа отдельная теряют, тема. это слишком далеко уже фантазию. Да. На Кавказе надо жить или в Японии, чтобы так встретиться. Чтобы бабушка была, прабабушка и еще дети были. Так, еще пример. Еще пример. Наверное, с бабушкой. Покойник, мать, бабушка со стороны отца и бабушка со стороны матери. И мать. Вика, бабушка, а тут мать. Мать. Мать все забирает. Мать лишает всех. 100% мать получит. Да, мать будет Все забирает. что? 1/3 плюс Остаток, да? остаток. То есть 100% заберет все только мать. Мать лишает всех бабушек. Чего? Пока мать есть, бабушки, они не получают наследство. Поэтому с женщинами лучше не шутить. Точно. Вот мы с вами закончили Асхабуль Фарай. Мы закончили с вами кого? Тех людей, которым есть доля по Коране и Сунне. Сколько у нас их получилось? 11. 11. А в итоге сколько их? 12 должно быть. Должно быть 12. Откуда 12 появляется? Кто мог мне сказать? Вика, бабушка, Вика, дедушка, что? Давайте будем считать. Муж? Сын, наверное. Нет. У него нет в Коране доли. Наследник. Муж? Второе. Жена. Жена. Муж сколько? 1/2 или 1/4. Жена 1/4 или 1/8. Дальше пошли. Отец и мать 3. Отец Наш 1/6 и мать 4. Отец на третьем? Тоже 1/6 или 1/3. Да? 1/3 или 1/6. Но не меньше и не больше. Или больше может получиться, да? Дальше пошли 5. Кого брали? Дочь? На вторая. Родная дочь. 6. Родная дочь. Ну, в принципе, другой дочери не бывает, наверное, да? Дочь сына? 1/6. Дочь сына. Да. Ну, там много положений уже. Да. Да. Ясно. 7. Родная сестра? Родная сестра. Родная сестра. Дальше. Сестры по отцу. 8. Сестра по отцу. Сестра с братом. 9. Сестра. Папа. И брат по И брат. матери. Сестра по Матери. матери. И брат тоже там же. Вот у нас 10. Брат по матери. Они у нас вместе. Они у нас вместе, потому что, чтобы не путать их. Почему? Потому что там надо будет сколько мужчин посчитать. Отец, муж, брат и дед. 11 дед И бабушка потом. Да. и 12 бабушка.
Получается, так, крестики ставлю. Раз, два, три, 4 мужчины и 8 женщин. Просто мы брат и сестра по матери. Одинаково получается, потому что... Из-за того, что они получают одинаковую долю и одинаковый статус и решаются одинаково матери, мы их объединили, что в один пункт. Смысл их разделять нет. Но когда там уже их начинаешь считать, по Корану сколько мужчин? 4 получается. Сколько женщин? 8. В общей сложности получается 12. сколько? 12. А так мы в одном пункте из-за того, что объединили сестра и брат по матери, одинаково получают, одинаково решается, одинакового статуса, и нет у них 2 к 1, мы их просто объединили, брат и сестра по отцу. А по отдельности считаешь, что получается? Их 12. А мы римские, что взяли с вами? 11. 11. Вот что, потому что в самих книгах тоже путается. А брат по отцу бит. 10-й брат по матери. Брат по матери. А и родного брата даже нет. Не только по отцу. У брата по матери есть что? Своя доля 1/3 или же 1/6. Правильно? У брата по матери. У него есть своя доля. У деда есть своя доля. У отца есть своя доля. У мужа есть своя доля. У сына, брата нету доли. Здесь мы говорим о долях. У них остаток. У них только остаток. А у этого нету понятия остатка. Они только долю забирают и все. Если больше некому отдавать, только тогда им остаток. А если некому отдавать, а вернее есть кому отдавать, если ближайший родственник, значит уже. Но у брата по матери он идет по долям 1/3 или 1/6. Если он один, 1/6, если их 2 и больше, то тогда 1/3. То есть они дольщики. Сестра Вот по эти матери все, тоже. они все по долям, они все дольщики. Сестра по матери тоже так же 1/3, 1. Сестра по матери тоже, вот то же самое, 1,3 и 1,6, да. Вот у нас мы с вами, сколько уроков? 3-4 урока взяли. Остальное сейчас будет, иншаллах, повторение. Остальное будет повторение. И уже более легко. Главное, чтобы запомнить вот эти все цифры и кто кого как решает. Кто с кем сколько получает. Запомнить все доли. Сегодняшняя тема, иншаллах, сегодня мы... повтор мы уже с вами говорили, просто закрепим это у себя на тетрадке. Мы первое что с вами взяли? Асхаб аль-Фарайд было, да? Асхаб аль-Фарайд. Дольщики. 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 Сейчас мы с вами асаба. У нас тема асаба. Асаба это охватывающие. Охватывающие. То есть они себя что? Асаба. Забирайся. Охватывающие. По-арабски асаба пишется. А? По-арабски асаба пишется. Асаба. По-арабски пишется асаба. Айн-гайн. Айнгай. Швандермайн. Асаба.
Асаба у нас делится на 3 вида. Первое. Асаба бинафсихи. Асаба бинафсихи или биннафс. Может биннафс. Асаба биннафс. Сами по себе. Сами по себе. Сами по себе. Асабатун бин нафс. Бин нафс. Да, Асабатун. То есть они бывают. Первое. Дети, наверное, лучше у нас этот. Называется фуро, это ветви. Ветви покойника. То есть от покойника что уходит? Его ветви, да? Аль-фара, его дети. Его дети. Его дети или ветви, да? То есть сын сына и так далее. Это на первом месте. Номер 1. Второе. Б. Второй кто? Усуль, его корни. Корни покойника. Корни, то есть отец. Дальше. Отец отца. Отец отца. И так далее. То есть идет по корням дедушка отца. Вот так. Потом ветви отца. Было 3. Было 3. На третьем месте кто? Ветви отца. То есть братья, да. Ветви отца. Братья. Почему сын ближе, чем твой брат? Потому что это твоя ветвь, да? Твое продолжение. А брат это кто? Твоего отца. Продолжение отца только. Это ветви твоего отца. То есть братья. То есть сначала идут родные, потом что? Нет. родные, потом... Так, сводные. Только по отцу. Братья по отцу. Сводные, да. По отцу. Братья родные. Сводные. Так. Ну и их дети тоже. Так, еще не забыть, их дети. Их дети. Поэтому если у тебя есть племянник и дядя, кто больше прав на, например, у покойника, если есть племянник, сын брата есть и есть брат отца. Кто выше? Сын брата. Сын брата ближе, Ближе, чем брат отца. Почему? Их ведь Потому что уже ветвь это дедушки уже. Да. Дядя это уже ветвь дедушки. Да, ветви отца идут, а потом четвертая идет уже АБВГ. Ветви кого? Ветви дедушки. Отца, ну дедушки. Деда. Ветви деда. Отца, а это ветви деда. Отца. Родят. Правильного деда. Не со стороны матери, а со стороны отца. Ветви деда со стороны
со стороны отца. То есть это кто? Дядя, дяди и их сыновья. Дяди и их сыновья. Вот у нас обязательно надо знать по относительно мужиков, кто из них ближе, чтобы не путать племянника с дядей. Поэтому если умирает, например, у нас покойник, у него, ну, бабай уже получается, есть дочь, давайте вот так, сын дочери, внук, да, есть сын брата, и есть сын дяди, сын дяди. Кто сколько где что получит. 3 мужика, один из них только заберет 100%. Сын дочери в первую очередь. Да. Сын дочери. Сын дочери. Сын, не сын, сын. Сын дочери, сын брата, сын дяди. Как этот? Сын дяди последний Николай. Игра миллионера что-то. Еще одного сына добавить. Сын брата. Сын дяди. Сын дяди, он вообще так далеко. 50 на 50 я вам решаю. Сын дяди не убирает. Звонок другу. Сын дяди, двоюродный брат, это все. Осталось у вас только 2 этих. Или сын брата, или сын дочери. Сын дочери. А? Сын дочери. Сын дочери. Сын дочери мы сказали, что он завуль архам. Он не относится к мужской линии, потому что дочери есть между ними, что я вам говорил в начале урока, если между покойником и мужчиной есть же, забыли, походу, еще надо слово же, то тогда уже этот мужчина будет что? Завуль архам. Это уже он не наследник, пока есть кто? Пока есть дольщики. Если их нету, то тогда асаба. Мы сейчас с вами разбираем асаба. А в данном случае сын брата, племянник. Сын брата, он является кем? По мужской линии, вместо брата. Брата нет? Да. Сын брата по мужской линии. Фали ауля раджулин. Он получит наследство сын брата. Остальные получат, да? Остальные А получат. Саба это сын дочери? Остальные не получат. А, Поэтому в таком случае, если он хочет своему внуку по дочери оставить наследство, завещание. ему можно сделать такое Одни третьи. завещание, например, да. а сын дочери это Асаба, да? Сын дочери это заволь архам. Наследник. Это уже еще другая степень. После асаба будем разбирать, иншаллах. Заволь архам. А это мы сейчас разбираем. Мы пока идем асаба по мужской линии, что идет. Они дольщики. Асаба это дочки переводятся? Нет, дольщики это которые у нас в доле были 12 человек. А, все понял. 12 человек, которые мы с вами уже все рассказали. А асаба это сами по себе. То есть самые первые дети. А если будет здесь, например, у него сын сына, сын сына, Хан. Тогда он забирает. Не написано. Сын сына в первую очередь. если сын сына будет, он будет что? Тогда вот. А если будет дочь сына, Да, тоже получит. Потому что он дочь сына сколько берет в данном случае? Половина. половину, да. Дочь сына получает 1/2. И тогда остаток кому? Сыну брата. Сыну брата. Остаток сын брата. Да. Тогда попало. Слушай, тогда Рахина. Так, сын дочери. Завуль архам. А сын дяди кто это? Оставляй или стирай? А, вот это слева лучше. Сейчас запишем просто. Вот тут, да. Так, Да. сын брата, по-моему. Мы с вами первую асаба и нафс сами по себе с вами разобрали.
Асабатун бигайрихи. Второе. Асабатун бигайрихи или бигайрихи. То есть асаба, они не сами по себе, они с кем? Родным братом. Баракат брат. Это кто у нас? Первое. Женщина. Дочь со своим братом, да? Дочь со своим братом. Второе. Дочь сына с кем? Братом? С братом своего уровня. Своего уровня. Потом третье. Родная сестра со своим Вот пиши. братом. И кто? Сестра по матери? Или кто? Сестра по отцу? По отцу со своим братом. А второй на что подает? Дочь. Дочь с братом, дочь сына с братом своего уровня. Может быть и в одном случае только, в этом случае только исключение. Может быть с родным братом, может быть с двоюродным братом. Дочь с братом. А, это получается. Да, сестра. Дочь сына с братом своего уровня. Написали? Нет. Хорошо. Третья родная сестра со своим... Родная сестра со своим родным братом, со своим братом. Своим братом, своего уровня. Да. У покойника есть дочь и сын. Дочь, сын, отец и мать. Кто сколько получает? Дочь одна, вторая. Отец. Ничего важного. Мать одна третья. Отец сколько? Брат родной? Брат родной, да. Отец одна шестая, Отец одна шестая, мать мать одна одна шестая, шестая, дочь одна вторая. дочь. Зачем? Сын Дочь и есть. сын. Сын А, же есть же сын же. Не, Дочь вообще два раза меньше, чем Остаток. сын. А остаток Да ему как? 2х. Одному брат сколько? Брата Шиш. Брат ну ничего, потому что кем? Отец. Нет, сын. Кто более сильнее, тот и решает. Можно и сказать отец, но в данном случае махджуб биль ибн говорит, потому что сын ближе. Кто сильнее, того и пишет.
Дочь в этом случае присоединяется к кому? К своему Сын. родному брату. И лишается половины наследства 1/2 из-за чего? Из-за наличия своего брата. Также и сестра родная, также и сложная по отцу. Но кроме ситуации с дочерью, у кого? Если у покойника были 2 сына, то есть получается оба умерли, их нет. Но от одного сына осталась дочь, внучка, дочь, а от другого сына сын. Сын. Кто получит здесь? Вот этот сын получит, Ну, вот так же, как здесь здесь. разделит, а 2х Вот здесь, 2х на вот 1. здесь будет что? И что и дочь, и сын, они одинакового уровня. Неважно, от этого сын будет, да? Она своему родному брату будет, получается, 2х на х. Но не только, может не обязательно родной брат быть, а от другого сын ее уровня. И получается, она присоединяется к чему? Не к родному брату, а Двоюродный. к двоюродному брату, но своего уровня. Вот здесь поэтому дочь сына с братом своего уровня называется. То есть- Идараджатиха. Ну, просто И указать надо. тогда уже здесь 2х на х. Здесь как будто бы они что? Дочь и сын. На уровень поднимаем дочь и сын. Ну, сводный получается, брат получается. Это не сложно, это двоюродные. А, ну, У покойника Ну, было братья. 2 сына. так. Вот 2 Оба брата. умерли. Их нет. Остались двоюродные. Но от одного сына дочь, а от другого сын. Двоюродный, да. Они двоюродные. Они наследуют дочь и сын, а здесь получается внучки наследуют вдвоем, двоюродные наследуют наследство своего деда. Но родителей уже нет. Как делить? У родителей уже на Сын, да, как бы они занимают уровень Своих родителей. родителей. И получается, как будто у покойника кто? Дочь и Дочь сын. и сын. И всё. Вот так же говорю же. 2 на Да, 2х 2х. на х. Чтоб не было. А может некоторые начинают потом ей половина, а ему остаток, все. А если у дочки еще брат есть? А? Вот здесь Да, сын получается, да? да. Третий. У пап- И Третий получается, внук. им меньше будет доли, чем вот этому правому сыну. Они Кому? вдвоем делить будут, а это один. У кого брат? Если У будет? дочки еще есть брат родной. Да, брат будет, да. Ну, Сын. третий сын уж не брат. Брат. Ее брат был. Но это тоже сын. Это сын. У От сына, другого, да. Да, вот этот сын, сын. дочь. Тогда получается Да. здесь 2х, здесь х. Делить надо уже будет на На 5. троих. А, да. На 5 уже. Да, на 5. А как 2? Одна доля будет дочери, а по 2 доли будет у сыновей. И там также, если 2 сына умирают, да? Манда тоже, да. Если 2 сына будет, здесь, тогда уже тоже на 5. Если 3 сына, то так. Это уже простая математика. Асабату бильгай легко, да? Легко как? Просто мы 4 случая. Дочь сына, родная сестра и сестра по отцу со своими братьями. То есть они заходят под крыло чего? Брата. Своих братьев. И все. И третье, асаба. Третье. Асабату. Ма'аль гайр. Это асаба. Между ма'аль гайр. Между сестрой, то есть в скобках родной или по отцу, с кем? С дочерью или дочерью кого? Сына. Дочерью сына.
покойника, если остается сестра, родная и сводная сестра. И брат. И другой брат. И осталась дочь сына. Так. Чуть-чуть с сестрами сложновато, да? Когда привыкаешь, уже все нормально. Асабатун ма'аль гайб, да. Написали? Сестра одна, сводная сестра. Сводная. Примерно, да? Похоже. Дочь сына. Сестра. То есть сестра родная, это разные же ответы получается. Сестра родная, сводная сестра, брат сводный. Молодец. Осталась дочь сына. Сестра родная. Кому чувство тогда надо дать? Дочь сына половину. Дочь сына, 1/2. Родная или брат сводный по отцу? Брат по отцу будет. Дочь с братом идет вместе, наверное. Брат сводный по отцу. Они вместе идут, да. Из первой категории мало. Равные. Они, да. Брат, сестра по отцу и брат по отцу, они вместе. Вот здесь у нас сестра родная сколько получает? 1/2. Асаб, почему 1/2? Тебе 1/2. 1/2 уже дочь сына забрала. Или дочь сына. Асаба между сестрами, между сестрой, неважно, родной, или же с дочкой, или с дочерью сына, 2/3 она они, будет да. остаток. Все. А они будут лишены из-за чего? Из-за того, что остаток забирает родная сестра, которая зависит от кого? От дочери или дочери сына. Вот остаток, все. Им уже остаток не остается. Это как будто бы родной брат, а здесь уже что? Им остаток не остался. Такой же асаба, только не мужчина асаба, как мы привыкли всегда мужиков смотреть, а сестра с дочерью или с дочерью сына, она уже будет асаба. А в этом случае сводная сестра не получает что? Ничего. А где 1/6? Почему 1/6 не получает? Сводная сестра с сестрой 1/6. Допустим, брат мешает. Давайте брата уберем. Брата убрали. Сводная сестра почему не берет с родной сестрой? Дочь сына. А сводный по какой Потому, линии-то? а? Сводный по какой линии? По отцу. По отцу. Почему 1/6 не берет? Потому что сестра здесь, она кто? Она асаба. Она асаба, она не дольщица здесь. Уровень другой. Она потеряла свой уровень дольщицы. То есть 1/2, которое ей было положено, она по Корану что? Потеряла статус первой степени. Из-за чего? Из-за дочери сына. Она превратилась как будто бы морально на статус асаба, мужчины, к которому мы уже привыкли говорить, им остаток. Понятно? В двух случаях родная сестра, или же сводная сестра, если это и нету, сводная по отцу,
из-за дочери или дочери сына они статус 1/6, вернее 1/2 теряют, или 2/3 теряют, они превращаются в кого? В асаба. В этих двух случаях надо запомнить. С дочками или с дочерью сына. Они становятся как мужики, получают остаток. Если она остаток получает, тогда уже остальным уже не будет. И поэтому речи об 1/6 не может быть. Почему? 1/6 прикреплена в том случае, если бы она брала что? 1/2 как дольщики. Помешает А здесь дольщикам. она уже не дольщик, она не асхабуль фарайт, она асаба. Она как мужчина остаток. Все, с дочерью и с дочерью сына она асаба. Вот этот момент запомнить. Ну, тоже 50%. А то некоторые там видят, ага, сводная сестра, так, ей половина, ага, так, 1/6, и начинают, Оль 8/6 получает. Ну, имеется в виду, да, в этом случае. Родной брат появляется. 3-3-2. А если родной брат появляется? Да без разницы. Вот здесь, Да. если вот здесь родной брат появляется, вот это пример, то, что я написал, он неправильный. Поняли, да, цифры не могут быть. Если мы здесь брат родной, тогда она уже будет кто? Родная сестра со своим родным братом. Остаток. Асада бигайриха. Бигайрихи будет уже. И ма'аль. Она кто ближе? Родной брат ближе или дочка ближе? Она к чему привязана? К своему родному брату. Поэтому уже вот такой есть, то, если здесь половина и здесь половина была, когда она была одна. Здесь меньше получится. А здесь уже будет 2х на х. 2х на х уже будет. Остаток, да? Да, остаток уже после брата только зависит. Плохой брат. Ну, неплохой, но пойдет еще. Не баракат. Нет, баракатная тогда вообще Не есть баракатная. решательно. Когда она полностью лишена, вот тогда уже не баракатная. А в данном случае это как бы она получает. Меньше получает просто. Просто 2 раза меньше. меньше. В этом случае не говорится баракатно, не говорится. Нет. Это из-за того, что, например, у покойника сын или 5 сыновей. Вот этих 4 нельзя называть небаракатными сыновьями. Правильно? Потому что отец, конечно, там не виноват частично. Просто у него там еще 5 братьев. Не виноват. Да? Как виноват. Понятно, вот эта разница, что вы могли почувствовать, что где асаба с кем-то, как с братом, или с дочкой, она уже, асаба будет, если нету брата, но зато получает остаток. Вот это самый основной момент, который надо понимать, что они сами по себе, это только мужики, которые мы сказали, отец, дети, вернее дети, корни, дети, потом свои корни, потом будут, у нас на русском также и корни отца, да, ветви или корни отца и корни дедушки. Это они сами по себе мужики. После мужиков мы берем 4 женщины, которые со своими родными братьями, кроме дочери сына, который может быть брат своего уровня, двоюродный. И женщины. Это сестра. Еще один пример. Например, дочь и сестра. Давайте так. Еще закрытый материал у меня тут. Сестра по отцу. Сестра по отцу. Как будет? А вторая? Дочь одна, вторая. Сестра по отцу. Остаток. Остаток. Все. А если брат по матери? Сестра по отцу асаба, да? Сестра по отцу асаба ма'аль гаир. Асаба с дочкой. Сестра, дочь сразу надо смотреть. Если опять-таки кого не должно быть, отца, который их лишает. Отец будет, сестра отпадает. Сын будет, она отпадает. Еще брат по матери. Брат по матери есть. Ничего не получает. Брат по матери сколько? 1/3, 1/6? О, матери. Ничего. Мужская линия ничего не получает. Почему? Дочка же. Потому что мужская линия от матери. Нет, дочка же есть. появилась.
По матери. Брат по матери не получает. Почему? По матери. Лишен из-за дочери. Да. Нет, у него есть своя доля. У него или 1/3, или 1/6. Если он один, то 1/6. Была бы, если бы. Дочь не было. Да. А если дочь есть? А, если дочери нет, давай тогда вот так сделаем. Мать. Мать. Сестра по отцу, брат по матери. Сколько получается? Мать одна. Мать одна Одна третья. одна треть. 1/6, наверное. 1/6, почему? Сестра и брат есть, двое. 1/6. Сестра по отцу. 1/3. Одна. 1/2. 1/2, у них нет 1/3. Да, да. И брат по матери? 1/6, нет. Брат по матери, я вам говорил, 12 штук мы их запомнить надо, 12 их написали. Брат по матери, он дольщик, у него нету остатка. Запомнили? Да. Вот это волна волнами все это запоминает. У нас просто ассоциируется остаток как будто как мало, мало, да. А на самом деле остаток это основа, получается, в данном случае. Да, брат по матери, 1/6. Остаток остается. Остаток кому? Либо матери, либо сестре по отцу. А брат почему? А? А брат почему крайний? Остаток остается. Брат, потому что крайний. Остаток также будет троим А. по таким же долям. То есть здесь получается 3х, да? 3 раза он больше получает. Сестра, вернее, больше 3 раза больше х. И потом разделяется так. Да, сестру То есть пока не стирайте. Понял? А если добавим сестру, родная сестра? Дальше сестра. Замешай. Сестра по отцу. Другой пример напишите с родной сестрой. Мать в любом случае 1/6. Брат или сестра по матери, они одинаковые. Здесь хоть что напиши, хоть сестра, хоть брат напиши. Когда по матери, не важно, что ты пишешь. Сестра или брат, они одинаковые. 1/6. 1/6 при условии, если нету у покойника вообще хоть дочери, хоть сына. А другие сестры, по отцу или по матери, а вернее сестра по отцу или же родные, они не лишаются дочерьми. А брат или сестра по матери лишаются из-за дочери. Дочь их лишает. И сына. Сын всех лишает. Одну треть. Знание. Родная сестра. Вот здесь что у нас меняется? При появлении родной сестры. Хоп, оказывается, родная сестра Сестра есть. по отцу и родная сестра это одна Доля категория. сестры, Одна доля. категория? Нет. Нет, не до сестра. Дочь сына это не одна категория. Ага, шестая. Я переставил просто местами. Что получилось? Брат по матери лишается. А? Брат по матери. Кем? Сестрой родной. Родная Нет? сестра. Ее брат или сестра матери лишаются Дочкой. отец, сын или дочь. Их нет. У родной сестры по Корану есть же доля. Есть. Есть, у всех есть. И брат. А, وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. Тоже Ой. 1/6. Че? Тоже 1/6. Кому? Родной сестре. Родной сестре 1/6. У нее никогда не будет 1/6. У меня же доля определена. Родная сестра 1/2. Мы говорили, половина. Родная сестра 1/2. Сестра по отцу 1/6, чтобы дополнить 2/3. Я просто вот так вам пример написал. А вот и это вы 2 все- сестры, 2/3 получается. А? Как будто бы сестра по отцу и родная сестра, они как две сестры, Две сестры, участвуют в доле двух родных сестер 2/3. Но только здесь 1/6 будет. И все остальное все так же остается.
Просто здесь мас'аля тоже что будет? Ауль. 6, 1 плюс 1 плюс 1 плюс что? 1 плюс 1. Нет, здесь это плюс 3. Равно 6 на 6. Все ровно будет. Садитесь два, короче. Без остатка. Без остатка по нулям будет, да? Все? Не стирайте только. Понял? Еще пример? Да. Может, ваш пример какой-нибудь будет? Только без бабушек. Не без тещи. Давай. Самый чем тяжелый пример? Давайте я вам приведу пример. Покойник. Обычный семейный пример, если. Остается 2 жены. О, Это не для 2 нас. жены, Пока. Там домашнее задание какое давали. 2 бабушки, да, потом Двумя женами. первый же отсюда башки. 2 жены, 2 бабушки. Еще бабай один. Ну, пусть будет бабай. Отец кого? Матери или отца? Да хоть кого, да. Отец матери пусть будет тогда. Только что А кто умер в этом случае? Ну, парень получается, если жены. Ну, конечно, 2 жены умрет, он 2 бабушки, отец. А, да, 2 жены. не выдержал. Разделился полом. И сестра. Молодой парень получается, потому что если бабушки еще и живы. А 2 бабушки, это получается... Ну, 2 бабушки будут мать матери и мать отца. Так, 2 бабушки. А может быть... Нет, дальше не пойдем. А могут 2 бабушки... Ну, женат уже парень, еще уже не. 2 жены отца могут быть? Сестра и 2 жены. Азат, а 2 бабушки могут быть 2 женами отца? Нет. Они же вдвоем не рожали и А бабушка книга. половина от одной бабушки, половина от другой бабушки. А бабушка? А бабушка книга. От 2 жен. Вот, Не усложняйте, не усложняйте. 2 женам, Сейчас вас запутаем своих. Нет, меня-то не запутаете, просто Понятно. 2 женам по-любому, 1/4 и пусть Одна отдыхают. четвертая. 2 женам сколько? 1/4. 1/4, правильно? Да. Нормально, 25%. На двоих не делю. Да. Отец матери получает, нет? по матерински Нет, Отец, мать. По материнской линии нет. Нет. Забыли Ахмад. 2 Сестра. бабушки, Да. тоже сколько получается? 1/6. 1/6. Остаток сестре сколько? 1/2. Сестра остаток или этот? Не остаток что ли? Сестра. Сестра получает 1/2, правильно? Вторая. Родная сестра 1/2. Остаток остается, смотрим сначала. Не надо торопиться остаток, а может вообще там остатка нет. Сначала она должна получить 50%, а потом уже остаток. Сестра по Курану, если ее никто же, дочки нету, чтобы ее превратить в остаток в асаба, правильно? Если дочки нет, значит она по Корану сначала забирает половину, а потом говорит, если останется, то все равно будет мать. Сейчас дальше смотрим, есть остаток или нет? Остаток есть. 12. Да. Остаток между кем делится потом? Жены забрали, ушли, все, да? Остаток делится между бабушками и сестрой в соотношении. Здесь 2, а у них 6. Значит, она 3х, а они получат только х. 3 раза она больше остаток получит, чем бабушка. Правильно, нет? Почему остаток? Ну, сейчас посмотрим. А Давайте. 12. 12 половин общий. Общий знаменатель 12. У жен 3 доли, у этих 2, 6. а 6. 11. 1/12 остается, да? Дальше. Допустим, если осталось, ну, не 1 200 000, допустим, 120 000 денег осталось. От 120 000 3 доли чьи? 1 доля равняется к 10 000.
Так у вас две бабушки. Ну Три да, доли, сейчас. три. Не останется. Две бабушки же. Ну каждый что ли по одной шестой? Нет. Она шестая же это. Да? А если 4 жены, тогда пусть будет. Давай 4 жены. Каждый по 25% дать и все. Все, да, жены ушли. Жены ушли, довольны. Между собой Никто доли ничего не поровну получит, делят, да? Они между собой поровну делят доли. Да. Да. 10 тысяч одна доля. Получается 2 жены, 4 жены, вот здесь 4 жены получает 30 тысяч. И уходит все. Недовольны. Конечно, Четыре. недовольны что-то. По 8 тысяч. Ну долларов пусть будет. 7%. Что Бабушки получают 20 тысяч. А Бабушки все 20 равно тысяч, не по довольны. 10 тысяч на каждую. А 60 тысяч получает сестра. Остаток у нас 10 тысяч. 10 тысяч. 10 тысяч осталось. 10 тысяч остается между кем? Между бабушкой и Строй. сестрой. Но сестра в 3 раза больше, чем... Надо 10 тысяч разделить на сколько еще? 4. На 4. И одна доля будет 22 500. Остаток вот, 7 500. от 10 тысяч плюсуется, плюс 2500 им, а сестре еще плюс 7500. Вот так делится остаток. Остаток остается, обратно возвращается. Почему жены второй раз остаток не берут? Кто может объяснить? И вообще не беру же они сады. Почему не берут? Потому что у них Она- они дольщицы. Никак, Они как дольщицы и все, взяли ушли. У них Ну, нет. они тоже дольщицы. Ну понятно, но здесь уже без В чем особых- разница между женами и бабушками? Они категории. Они никак не не родственные. родственники. Те узы никак не Жена не У родственник. бабушки и сестры есть еще остается кровь, кровная связь. Да, Да. Кровь, кровь, то есть требует обратного возврата к вопросу. Вопрос остался открытым, то есть остаток остался, вопрос остался открытым, да? То есть заново возобновляется что? Наследственный дележ. То есть дележ наследства заново возобновляется. Остаток остался. Все, давайте еще смотрим, кто есть из кого? Из крови, да. Кровь, она пожизненная или она вечная, так скажем, да? И она уже их связывает, вопрос возобновляется. А жены после того, как получили свою долю, у них уже развод произошел. Смерть это развод. Точно. Да, смерть это развод. То есть после смерти она может потом после выходить замуж. То есть в этом случае смерть это уже развод. Развод произошел, и между мужчиной и женщиной после смерти, то есть после развода, остается вопрос какой? Наследственный. И вот как наследство она забирает, она уходит, и второй раз уже с каким причиной она может прийти и сказать, давайте мне еще раз? Нет, уже никто. То есть развод произошел. После развода еще оставался по Курану твоя доля, которую ты получила, ушла, и все. Второй раз прийти и сказать, я жена, ну давай заново возобновим никах, но уже никах уже не. Но это не родственник, да? не- Это уже. Спокойненько. Все, вот это, это позиция опять-таки фанатического масхаба. А это жена двоюродная. А? Все равно жена двоюродная. Нет, она же женщина. Женщина. Она же же. Все? Что такое двоюродное? Понятно, да? Да. Она уже забыли архам. Надо запомнить, что смерть. Но забыли архам, если когда будет участвовать. Если нет асаба, Может быть, если да. дольщиков нет, Да. если асаба нет, но если жена двоюродная, тоже полностью, опять-таки, наверное, только в арабских странах. Опять-таки, Узбеки, да, он часто. то тогда как родственник уже, как кровь, уже может прийти по крови. Но это не как жена придет, а как сестра. Так, давайте вот эти иншаллах. Она получается сначала как жена забирает, а потом как сестра забирает. Да. У меня есть. Ну да, интересный вопрос, если покойника только жена написана. Только жена, да? Как жена одну четвертую заберет, уйдет, а потом только она, как и двоюродная, например. Придет. Маловероятно. Ну да. Это уж вообще. Я не знаю, это
В Узбекистане пусть хазраты думают. Надеюсь, с узбеками разборок не будет. Да, ну хорошо, лайк. А? Ну, хорошо. Бывает. Можно пример? А? 3 сына, дочь, брат, жена. Покойник. 3 сына, Дочь, дочь, брат, жена. брат и жена, И мать. мать. Это да. Сын есть, брат уже ничего не получится. Жена получит 1/8, потому что есть Дети, да. дочь, дети есть. Мать 1/6. Да. И сына, и дочь, получается, сыновей превращаем в пока в дочерей. 7 долей. Американцы, чтобы нас не слышали. 7 долей. Только математически превращаем, а не идеологически. 7 долей. 70. Да, получается, сыновья у нас 6-7 6, дочерей. как будто что 6 дочерей. Американцы обрадуются, что за одного мальчика 2 дочерей. Политика поменялась, Хазрат, все. Европейцы. Европейцы. 7 долей булайын дейміз. Получается плюс 1 на 7. Остаток наследства делим на 7. И получается 1х даем дочери, а каждому сыну по 2х умноженный на 3. Каждому 2х. А если сюда добавить отца еще? Отца, ну, 1/6. И вместо 3 сыновей 1 сын и 2 дочери. Ну, тогда будет Сын и 2 дочери. сын и 2 дочери. Тогда получается, как будто здесь 2 дочери. На 4 надо будет разделить. Отец 1/6 получит, да? Отец 1/6 также остается. Когда сын есть, все. Брат тоже лишается. Тоже. Брат решается уже по-любому. Альхамдулилля, уже как бы не было, уже начали понимать. Главное, вы потом должны очень много решать у себя. Вообще хорошо было бы, давайте хорошую дали идею. Каждый из вас на бумажке пусть сделает 15 примеров и мне сдаст. Подпишет, например, такой-то, такой-то, Галиуллин, Валиуллин, и этот мне сдает. Я в дороге буду читать и вам оценки в группе выставлю. Можно в WhatsApp уже отправить? Нет, лучше на листочке сами напишите. На Вот, так, я листочке. все посмотрю, да? Примерно. Вот, и мне на вторник сдадите, иншаллах, ваши. С решениями. Мать, муж, это все. И на каждый пример расписали. Можете даже в нескольких листочках подписать и принести 15 примеров. Диктор у нас ушел. Да. Да? Написать нужно сейчас, сразу записать календарь. Пиши сразу. Если не досмотришь. Чтобы не было, я вам дам сейчас подсказки. Заработать, это вот такой. Листочка вот только еще. Siz bergan primerlarni qo'shib garing. Рахмат. Зачем ты это? Мои примеры мне же это туда, чтобы не было тоже нашей глубинки. Зачем такие вещи Да. Зачем сказал? Давайте это, правильные ответы. Напишем вот так. Правильные ответы. Вот так. На аус. Когда общий знаменатель 6, то может быть цифра какая? 7? 7 шестых. У нас бывало 7 шестых? Бывало. 7, 8 или 10. То есть 9 шестых. Сразу, если у вас не получается, значит 9 шестых неправильно. 7, 8 или 10. Правильно.
Сразу можно, например, муж. Сколько? Муж и сестра. Одна шестая. Муж и сестра. А муж. Муж сколько? вторая. Половина? Да. Сестра? Давайте две Нет, сестры, да. Две сестры. Две сестры. Сестра и плюс сестра по отцу не будем, я долго. Две сестры. Две трети. Две трети. Это уже перебор, правильно? Угу. 6, Шестых. здесь 3, а здесь Ребят. 2 умножить на 2. 3 плюс 4 равно 7. 7 шестых. Вот так надо решать будет давать, да? А? Так что ли? Да. Вот так. Ставь двойку, хазрят. Я поставлю. Нельзя, что такая наша А что ты хотел всех родственников перечислить без цифр? Нет, ну зачем заляпать? 7 Остаток сестер делишь, Или или надо еще так? умножаешь на это. На 0,9 там везде. Вот у нас 7 шестых получилось. Совпадает семерка? Да. Все совпадает. Чтобы восьмерку сделать, что надо сделать? Кого доживать? Кого добавить? Мужчина. Не надо мужчину. А зачем? дальше? Мужчина Отца, не нужен, отца, а? нужно? Отца. Отца он сестру уберет. Нам Мать, самое главное мать дочь одна будет. четвертая. Мать. Только мать. Одна Так, мать. Мать это что? 1/6. Шестерка значит еще плюс 100. 1. 6 плюс 1. Вот и получилось у нас что? 8. 8 шестых. Есть 8 шестых? А девятку Есть получить как 8. надо? Девятка. Если девятка получится, значит вы неправильно А как решили. получить надо? Вы девятку не получите. Девятка это неправильный ответ. Уже, да? Потом неправильно. Да. Где-то ошибка будет, значит. Значит, вы где-то ошиблись. Да. Во-первых, они делятся, если они делятся, 9 на 6 делится же. По тройке. 9, да? Полтора. Да, получается полтора, значит, у вас каламбур получился уже. Шурумбур. Это как раз из знаменателя Дарьи вылезает. 70. Да. Так, муж, сестра. Давайте десятку уже добьем. Хотя сам тоже этот. А? Муж, сестра, мать. Кого еще добавить? Так. Думаем. Быстро. Надо вместо матери, чтобы 1/3 что-нибудь было. Что не решает? Нет, матери нельзя нам убирать. Она сестру Нельзя? решит. Иначе партнерку потеряем. Братом. Кого? А брат он просто. Брат он этот. Сестру сейчас, ну вот это потеряем. 2/3 он сейчас уберет себе, скажет, остаток мой. И по нулям он на однерку выведет. 6 шестых делает. Какой мы давно? Кого? А? Сына или дочь? Брат, Сестра помощник. брат, ну, 2 сестры по матери. Или 2 брата, давайте вот так. 2 брата по матери. По матери. Что получилось? Муж, мать, мы же пример делали, да? Да, Муж, мать, наша 2 вторая. сестры по матери, 2 родные и сестра по отцу уже. Да. А 2 брата по матери? 1/3, да. 1/3 же? Угу. Сыновей нет? Нет. Отца нет? Нет. Сестры и муж, и им не авторитет. 2 брата по матери или 2 сестры, без разницы. Хоть брат и сестра, хоть 2 сестры по матери, хоть 2 брата по матери. Они что? 1/3. Видишь? Третья шестерка еще что? Плюс двойка к чему? К нашему примеру. И получается здесь 10 шестых. То есть мы собрали все, что максимально, что можно было собрать. Понятно, нет? Нет. Нет? Это все надо Вот вторник отменить. Вроде так хорошо начинали. Муж и 2 сестры. Понятно? Получилось у нас 7 шестых. 2 сестры и муж, но не 2 мужа. Не путать. Муж и 2 сестры. Муж был 1/2, 2 сестры, 2/3. До этого понятно, до этого момента? Да. Рустам? Нет? Мне с математикой вообще Это не дало. будет понятно. Потом мы получили 7 шестых. Нам еще нужна была 1 однерка, то есть мать. Взяли 1 матерь, добавили. Чтобы никого не лишали, еще кто-то такой второстепенный нужен. Нам участник, чтобы добавить. Если добавим только 1 брат по матери, Наша что будет? это будет 1/6. Не хватает. 9 шестых будет. Девятка будет. А? 9 шестых.
Не должно быть. Вот так вот. Это переборщили. 1, 2, Двойка, которая все. двойка. Не 15, значит, Он же не 10. один, он один шейк. 10 получается. Погон чувака убийцорец. Если 1, одна шестая будет, Да, правильно? одна шестая будет. Может, 10 примерно Мать тогда, одна а не 15. шестая. Если два брата, так как брата. Интересно. Мгм. А вы еще у меня хотите? Крайне поставить, да? Математику рисует. Одна шестая, плюс здесь однерка будет, да? 8, 9 шестых. Интересно, сам попался на... Азербайджан рисует. Да, 20 примеров от вас. да. Одна шестая, да, подумай. Ну а когда пример мы делали, две сестры по матери будут, две сестры разные. Когда 10 Нет, две разные сестры здесь, две разные сестры. Там две Да, родные, разные ну, сестры. да, родные, разные. Ну, нет, такой реально же может быть. Это реально, да. Я оставлю себе это решение за собой. И добавляем девятку. Да. Вот это надо не стирать, Хадрат, надо Да, вот это смотрите. рисовать. Это интересно. Так, 7 Так, шестых муж, мать. и 8 шестых будет, правильно? 4 плюс 3. 4 плюс 3 плюс Один. 1 мать и плюс 1 брат по матери, да. 4, 4, 6. 9. Угу. Давай, иншаллах. Давайте оставим на следующий раз уловиться. Это интересно, да. Интересно, где ты? Для понимающих интересно. У меня вопросы больше. Почему? Две сестры на неделю, между собой неделю, да? Поделись уже. А мне вот это вас говорит. И 2/3, они 2/3 между собой делят. Есть брат. А? И все равно Должно быть если вас говорит. Есть брат, разная сестра. Это родная сестра, но здесь брат по матери. Здесь родные сестры. 3 плюс 4. Умножить на ту общую Скачивайте знаменатель, телефон, две чат трети. GPT, искусственный Это интеллект. 4 О, шестых. решит сам. К общему знаменателю привяжешь. Че? Сейчас же искусственный интеллект есть. Скачиваешь его. Давайте. Да, юриспруденция даже применяет уже. Да. Да прям договор закачиваешь. Он Программа напишите за программу. ошибается, конечно, но Программу забить как. Да, попробуем. Порыскаем иншаллах. задачку ставишь, он сразу решит. Так, давайте. И когда общий знаменатель 12, когда общий знаменатель 12, Сейчас тоже там примерно один будет. примерно один, да, то правильный ответ это на 13, 15 или 17. 15 или 17. Тринадцать, 15 и 17. Еще одно число. Больше 21 не может быть или 19 даже. Нет, 19 уже не может быть. Неправильно. А общий знаменатель 24 может быть только правильный ответ 27, 24. Математику на сколько закончил? А?
Ну, отлично. У меня выборочно я еще брал, алгебру, геометрию специально. Понятно. Решал за 15 минут свой вариант и еще соседний вариант. Нечего делать. Может, тогда довела. Когда пораньше ушел, то есть уехал из школы, из села, получается, у меня там много ударников. Осталось поколение. Стали не ударниками уже там, да. Я 50 лет в институте всем 20-летним делал уроки в институте. Математика у меня слабая, да. Все тут математика. Когда механику делал. Ничего не понимаю. Нет, 50-45 минут. Пример на 27, на 24. Например, остается жена. Это на 24? Жена 1/8, дочь. Две дочери. Две дочери. Что там, 2/3 надо взять сразу. Две дочери. 2/3. Потом отец и мать по 1/6. 1/6 и 1/6. Общий знаменатель сколько будет? 24. Здесь 3 плюс 16 плюс 4 и 4, да? 16, 24, вот 27 на 24. Но 24 это будет только тогда, когда что? Когда это у нас восьмерка, правильно? Да. Да. Да, когда восьмерка. Когда восьмерка. Я вам расскажу есть такая история тоже. Нет, не смогу довести. Во времена Абу Ханифы одна женщина пришла и сказала, что ее родственник умер и оставил 600 динаров, 600 золотых монет. И ей дали всего лишь 1 динар от наследства. Абу Ханифа спросил, кто тебя посчитал? Говорит, Дауд Талиб, один из факихов. Ученик. Да, ученик Абу Ханифа. Если он тебя посчитал, тогда говорит, ты являешься... у него осталась жена, говорит, осталось отец, тык-тык-тык, и 12 братьев, и ты. Еще раз кидал, тык-тык-тык, и получилось на самом деле, что из 600 динаров ей только остается. 12 братьев это 20. Он просто по цифрам от 600 сколько, как Выдумал, сколько родственников, да, сразу? Да, родственников вытащил. Можно легко посчитать. Да, вот так легко, да. И вот здесь то же самое. Чтобы, например, 24 вытащить, там сразу что? Жену надо поставить с 1/8. Потому что других у нас Знаменатель с такой 1/8 нет, да. С 1/8 только жена. А другие, все три остальные же одни шестерки, 1,6, 1,3, 1,2, 1,4. Да. Или 12, или этот. Или 12, или 6 То останется. есть, поэтому знаменатели у нас какие могут быть? 12, 24. Знаменатели у нас могут быть, начиная от 2, 2. Осталась сестра и дочь. Или там сестра, 2, 4. да, сестра и муж, например. Чё? 2, 3, 1/3 осталось. Правильно? Знаменатели. Там 6. 2, 3, 4 может быть. 4. Знаменатели 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 20. Вот у нас правильный знаменатель. На двойку уже понятно, да, общий знаменатель. Кто? Остался муж и сестра. Там половина. На тройку осталась мать 1/3. Мать и 15 вопросов. И С брат. знаменателем 2. Да. Так вот. Самое главное запомнить, на 27, 24 у нас должен быть что?
один знаменатель, на 12, 13 или 15 или 17 должен быть, а вот общий знаменатель остается девятка за мной. Все. Что-то я там уже пропустил. Раньше только в правиле еще кто-то там лишает наследства. Если только в правиле еще кто-то лишает наследства. А как это еще? Да, да. Лишает наследства при наличии отца, сына, дочери, покойника. Может, кого-то забыл еще, нет? Нет. Все, это вам. Готовимся к намазу.